Клянусь Аллахом, посмотри. Я говорил немного ранее одному брату здесь, то, что люди сами усложняют простые истины. Я имею в виду то, что многие люди говорят, как мы можем выбрать между исламом, христианством и иудаизмом, учитывая тот факт, что эти религии, христианство и иудаизм, полностью искажены, как мы можем выбрать наиболее точную истину? Ведь это очень сложное дело. Нет, это не является сложным. Это вы усложнили его. Находятся также и те, кто обвиняет меня, говоря, брат мой, ты приписываешь Ибн Таймии те вещи, которые он не говорил. Ты возвел ложь на него, ты ошибочно понял его. Он сказал так, но ты оборвал его речь. На самом деле, ни один из них не открывал книги Ибн Таймии и не читал их. На мой взгляд, в действительности Ибн Таймия наиболее ясно указал на свою позицию, нежели многие его последователи. Без разницы, будь его последователь в Саудовской Аравии или в другом месте. Он сам говорит о себе, я исповедую эти воззрения. Сейчас сознание мусульманина в целом не принимает такого, что кто-то может сказать, что Аллах ограничен, имеет границы. То есть он еще не достиг такой степени морального упадка, когда для него это убеждение станет приемлемым. Однако Ибн Таймия убежден, что Аллах ограничен со всех сторон, снизу, сверху, справа, и это подробно разъяснено и упомянуто в его книгах. Я привел множество цитат от него из его книг, ясные и понятные, которые не приемлют иного трактования с каким-либо другим смыслом. Он явно говорит о них и убежден в том, что это истина. Более того, он порицает других из числа ханбалитов, не одобряющих слова, подобных этим, и говорит, это убеждение приверженцев сунны и праведных предшественников. Сейчас его последователи знают, что это то, в чем убежден Ибн Таймия. Но они хорошо знают и то, что современное исламское сознание никогда не признает твердой достоверности этих взглядов. И потому они прибегают к другому методу, к обвинению во лжи тех, кто приписывает Ибн Таймии убеждения и слова, приукрашивающие, осуждающие, отталкивающие и не признающиеся другими учеными и шейхами. Почему же они так поступают? Они поджидают подходящего времени для разглашения этого убеждения. Заметь, в чем вопрос? Это политические дела Саудии. Потому что государство печатает, спонсирует и распространяет их призыв в Иордании, Турции, Сирии, Ираке и в других краях. Действительно, это государство, королевство, которое очень заинтересовано в распространении этой методологии по определенным принципам. Я не хочу погружаться сейчас в них. Однако я обращаюсь к человеку, говоря ему, ради твоего Господа, веришь ли ты, что Ибн Таймия действительно отрицает границы Аллаха? Нет, клянусь, когда воскресит меня Аллах в судный день. Я клянусь Аллахом, что Ибн Таймия никогда не сможет этого отрицать. Он не сможет отрицать то, что придавал Всевышнему Аллаху границы, и он будет вынужден держать ответ перед Аллахом. Понимаешь степень вопроса? То есть он ясно сказал, что Аллах ограничен. Он не сможет сказать Аллаху, «О мой Господь, я не придавал тебе границы». Наоборот, он скажет, «О мой Господь, я придавал тебе границы». Я ошибался в этом. Понял, как обстоит вопрос? Его последователи не перестают обвинять нас во лжи, когда мы относили к Ибн Таймии подобные взгляды. На самом деле, они сами лжецы. Ибн Таймия открыто заявляет о своих убеждениях, но у последователя его нет смелости, чтобы сознаться в этих убеждениях. Обычный человек может сравнить это все, это ясная акида. Как мы можем приравнивать к акиде иудеев и христиан? Это ясные убеждения. Ты, человек, Всевышний Аллах возложил на тебя обязанность. Убежден ли ты в том, что Аллах восседает на троне? Они скажут тебе, что Ибн Таймия тоже не говорил, что он сидит. Нет, он четко высказал, что Аллах соприкасается с аршем, что он имеет тяжесть, что у него есть низ, и что его низ – это трон. Некоторые последователи Ибн Таймии из Саудовской Аравии прямо говорят, что Господь сидит. Об этом утверждают Ибн Таймия, Ибн Каим и другие многие. Они никогда не смогут отрицать своих слов. Просто ты не обманывайся. Не беспокой себя тем, что сказал кто-то другой. Принцип тут один. Ты либо веришь, что Аллах ограничен, либо не веришь. И на этом закрыт вопрос. Обрати внимание, как. Наша позиция по отношению к ним и лично моя позиция такова. Если человек признал основы ислама, но по многим из них ввел новшество, он является из числа нововведенцев. Обязательно ли нам отдаляться от них или как? Не отдаляйся ни от кого. Тебя не обязали, чтобы ты отдалялся от многобожника, иноверца или атеиста. Тебя не обязали, чтобы ты отдалялся от кого-то. От тебя требуется вести с ними дискуссию, донести до них истину и разъяснение. А если ты не являешься способным дискутировать с ними, тогда защити и сохрани себя от их сомнений. Понял, как обстоит вопрос? Ну и кто говорит об отдалении? Они сами убегают. Они те, кто отдаляются, а не мы.
Мы стараемся сблизиться со всеми и дискутировать со всеми. Дискутировать с безбожниками, с антропоморфистами, шиитами. Мы всегда готовы к диалогу, к полемике, обсуждать эти принципы с отклонившимися из числа призывающих к обновлению религиозных устоев, которые пытаются делать иджтихад. Заметь, они не хотят дискуссии, однако они ищут людей с неокрепшим вероубеждением. Вот именно так обстоит вопрос, к великому сожалению. Тебе не обязательно, чтобы ты отдалялся. Напротив, всякий раз, когда ты узнаешь о чем-то, и при этом ты силен знаниями в этом, тогда дискуссируй с ними. Раскрой для них этот вопрос, общайся с ними, укажи им на истину, разъясняй ее по мере своих возможностей. Но чтобы я сказал, чтобы мы отдалялись, кто такое мог придумать? Наоборот, разъяснять истину – это одна из обязанностей людей, тех, кто способен на это. И Аллах знает лучше. Я никогда не отдаляюсь от них, но и не оставлю их. Как же я оставлю их, брат мой? Ну как от тебя можно требовать, чтобы, например, ты оставил иудея на его иудаизме, безбожника на его безбожии? Как? Как ты оставишь шиита на его шиизме, когда он убежден, что ты неверующий? И он исповедует ложные воззрения, некоторые из которых опровергаются великими убеждениями ислама. И он сражается с тобой за это. Он помогает иудеям и христианам выступать против исламских убеждений. Как можно требовать с меня, чтобы я оставил это? Как? Но требуется ли от меня, чтобы я убил его? Или был с ним несправедлив? От меня требуется вести с ним диалог, разъяснять ему. Я не должен клеветать на него и возводить ложь или устраивать над ним суд справедливости. И не требуется молчать о них? Верно, и не требуется молчать о них, да благословит тебя Аллах. Поэтому нам обязательно, чтобы мы искали верный путь между этим и тем, чтобы мы не умалчивали правду ради политики, чтобы не лгали и не учиняли несправедливость над оппонентом по причине того, что мы притязали на то, что не способны подтвердить. Истина не устанавливается без истины. Аллах знает лучше. Это то, на чем основывается моя позиция, и то, в чем я убежден.